Всем здравствуйте! В прошлой серии мы выехали из Якутска, пересекли реку Лена на пароме и попали в поселок Нижний Бестях. И в районе 5 часов вечера выехали в дальнейший путь по трассе А360. В поселке Улу, где есть АЗС, мы первый раз заправились в пути. Следующим был поселок Верхний Амга, а дальше был город Томот, что стоит на реке Алдан, в котором мы и заночевали. На утро выехали в сторону города Алдана, по пути позавтракав на берегу реки Якаких. Дальше дорога нас повела через поселок Большой Немыр на перевал Тит, где мы немножко прогулялись. Ближе к обеду подъехали к поселку Тюрьман и устроили себе экскурсию, а также пообедали там. После заехали в поселок Серебряный Бор, что стоит напротив города Неринга, и прокатились по поселку. А дальше дорога нас повела до города Тында, столицы Бама. Так, сегодня у нас 16 июля, год 22, мы находимся у кафе, так, покажу, дворик Сытный дворик. Это на выезде из города Тынды, уже практически на трассе 360 все еще. Уже мы находимся в Амурской области, вчера доехали до Тынды, но дальше это часам к 10, наверное, нет, в 9. 8:30, грубо говоря, мы приехали вечером в Тынду. Ну, пока покатались по городу, пока посмотрели вокзал. Время прошло, наступило темное время суток, и мы решили дальше не ехать. Остановились у этого кафе. До Тынды добрались с переменным успехом, там у нас дорога. То гравийка, то асфальт. Бывает даже асфальт хуже, чем гравийка было, там и такое. Все можно проехать. Значит, интересный факт, действительно на границе республики Саха-Якутия и Амурской области лежит асфальт. Все в рабочем состоянии, все так же, то есть природа все та же самая, дорога стала чуть лучше. В принципе, что сказать, ну сегодня поедем по Амурской области, выйдем на трассу Чита-Хабаровск и поедем дальше. Как бы план доехать до кафе. Кафе называется Маяк, там заправка, большое кафе. Но я не помню, где она находится, на каком километре, поэтому посмотрим, как мы туда доедем еще. Вот. Машина в порядке. Внутри, как обычно, образовался взрыв. Перекладываем вещи туда-сюда. В общем, вот как-то вот так. До Тынды мы добрались вполне себе нормально. Дороги более-менее, скажем так, целые. Больше стало асфальта, меньше стало гравийки. На границе территории республики Саха-Якутия и Амурской области, Амурского края, лежит асфальт. Он положен в прошлом году, и этот факт немножко приободряет движение, скажем так, в путешествии. Дело в том, что кусок неасфальтированной
поедем уже в сторону Читы. Докуда доедем, пока неизвестно ни нам самим, да, вообще наверное, никому не известно. В общем, пока что все, планы такие. А тут подхода машину поставить негде. Так, пока не забыл, немножко про дорогу А360, отрезок от Тынды до Соловьевска. Значит, он приблизительно так разделен на 3 части. Это дорожными рабочими ООО «Труд». Значит, 2 части они готовые, асфальтированные, а вот 3-я часть мы сейчас будем наблюдать, в каком состоянии строительства, в какой стадии строительства она сейчас находится. В прошлом году это отсутствие полного асфальта и временами насыпи были. Сейчас посмотрим. То есть вот от Тынды мы отъезжаем, и 2/3 дороги мы проезжаем по хорошему асфальту. А вот как будет дальше, это уже, как говорится, будем посмотреть. Отъехал чуть-чуть от Тынды, километров 7-8, может быть 10. Мы уже наблюдаем первый ремонт. Как заверяет нас табличка, это 6 километров 390 метров. Не знаю, как они так точно высчитывают метры, но в общем состояние вот такое. Здесь вот дорожники прям чем-то занимаются, передвигают различные предметы, ведется активное строительство, ну или имитация бурной деятельности, кому как удобнее, как говорится. Да, вот видно, расширение делается дороги, добавляется еще одна полоса, но тут асфальт, судя по всему, будет очень скоро. Вот такая вот тут дорога, деревья высоченные, горы высоченные, дорога узенькая, старенькая. Сюда еще техника не добиралась. Заехали к реке, съехали, вернее, с дороги к реке Рогачи. Там ручей, речка бежит, вот такие вот места. Так, взбодриться, ополоснуться, морду лица, как говорится, умыть. Ну вот на 133-м километре начинается асфальт. Ну, сколько он, по-моему, там еще будет кусочек, потому что это совсем, наверное, свежий, прошлогодний. Как это совсем свежий, прошлогодний. В общем, выехали на асфальт, начинаем плавно разгоняться. Короче, вот едем, только что вот буквально дождик начался, солнце только светило. Вот смотрите, прям все исчезает. Вот кусочек горы есть, и кусочка горы нету, все. Вот тут уже природа другая совсем, скалы вот эти вот. Это уж какая выемка была, чтобы построить эту дорогу. Это вообще. И все равно находятся люди, которые пишут на них всякие надписи. Вот это. Хорошие. Да, и хорошие, и нехорошие. Да просто зачем на скалах писать? Вот как прям все тут. Зато машина сейчас снизу помоется лучше Керхера. Да, кстати, на камере видно, прикинь. А глазами нифига не видать. Ну да, она камера и туман, короче говоря, показывает, ну в смысле проглядывает через туман, и вот через такую пелену. Ну все прям вообще все мокрое. Балдыглия. Балдыглия, да, правильно прочитал. Вот сейчас реки-то полноводные будут. Ну мы прям, вон там самый эпицентр прямо. Сейчас вот поменьше будет. Тут уже проглядывает солнышко. Выехали, пока их это Яма какая. Вот такая вот тут выемка в скале. Вот сколько же тут выкопали грунта, камня. Это ж ужас просто. Ну правильно, а в одном месте копают, в другом месте насыпают. Ну так-то да, но все равно. То есть Титаническая же работа. выравнивают грунт.
профессиональная. Да, вот и река Уркан. Обалдеть. Интересно, рыба есть? А здесь потеплее вода. А почему рыбы-то нигде нету? Там вон она бурная. Мы здесь не одни. Это был тихий ужас. Тут столько оводов. Ага. Это просто какой-то кошмар. Страшно вот эти. Легче ехать в такой жаре, Да. дышать нечем, но... О, ворона прилетела сразу. Сейчас доедем до этого самого. Откроем. Я сейчас Вообще, это выжимать меня место можно. красивое, но столько оводов, это что-то с чем-то.
небольшая остановочка у нас. Возле точки, где все фотографируются, останавливаются. Тут небольшая парковка. Вот так вот машинка стоит. Тут кадр. 1157 километров эта трасса. Что тут у нас отмечено? Амурская область, Республика Саха-Якутия, Якутск, Алдан и Большой Невер. Машины носятся. В общем, у нас перерывчик. На счастье бросили. Приехали на развязку знаменитую. На трассу Чита-Хабаровск. Прямо у нас будет Невер, 2 километра написано, а позади 1155 до Якутска. Или 151. Мы свернем в сторону Хабаровска. Там у нас заправочка есть. Это мост был. Туннель. Вот она, ННК Альянс, по-моему, что ли называется. Наша любимая гостиница «Уют». Да, топливо здесь по 50 рублей 38 копеек. Здесь мы. Если ты не слушаешь, зачем ты спрашиваешь? Себе. Наверное, перерыв. Да нет, вроде. Просто много. Папа, зачем туда? Едем уже по трассе Чита-Хабаровск. Вся трасса, короче говоря, вздутая, в заплатках. Заплатка на заплатке. Здесь еще более-менее местами приходится выезжать на встречную полосу, ждать, пока проедет встречка, чтобы не попасть в яму. Поэтому дорожка уже немножко подпортилась. Как-то так. Но все равно хорошо, скорость держится. Едем, не жужжим. Уже первую 30-ку отмахали. Мне нет совершенно. Вот не знаю, и видно это на камеру или не видно, но вот через все вот это и еще 100 раз по столько же нам надо проехать. Обалдеть, да? Так и поверишь, что земля круглая. Какая линия вообще, обалдеть. Ровная-ровная такая. Не знаю, с папой сходите в магазин. Гостиничный комплекс Ерофей Павлович. Все двери излепленные, по-моему... А, нет, с одной стороны. Все в наклейках. Это от нас Легион, классика жанра. Нет, Да. не ловит здесь? ничего. Да, мне тоже. Что говоришь?
Классика. От нас если Стоянка. ехать, это Легион кафе, традиционно, остановка. И здесь на тоже. Чехло это вот сюда, Ерофей. Ерофей, ага. Так, ну все, мы, короче, въехали в Забайкальский край. Мазар 67. Семиозерный район, да? До сюда? Да. Река Амазар. А мы, короче, где-то остановились, где не знаю, по дороге. Там вон дальнобойщики стоят, Кира бегает. Аккуратней, смотри, тут обрыв. Там нету. Да, вон, смотри, какие валуны валяются. А кстати, а где леса? Кто, леса? Леса нету, да? Нет, здесь лесы нету. А когда... Вот такой вот, такие вот Лесы, пейзажи великолепные просто. А когда лесы появляются? Кто, лисы? Лесы, да. Ну, когда голодные, наверное, тогда к людям выходят. А лето ухожут? Да? Да. Еще... Дорога оживленная. Да, дай мне сказать. Дорога нынче оживленная. Постоянно кто-нибудь обгоняет, мы кого-нибудь обгоняем, кто-нибудь медленно едет. В общем, интересно, не заснешь. Дорога, конечно, подпортилась с местами. Очень много, конечно, дырочек. Уже заплатка на заплатке лежат. Так, печально, конечно, но все-таки вот у нас работающий грузовичок уехал. Сейчас будет тихо, наверное, надеюсь. Сейчас попьем чаю. Да, спустя... Блин, птичка была. Офигеть. Потому что бегают по дороге какие-то суицидные. Ты чё? Мы... Что-то она ж поранилась. Магоча. Так, нам налево, насколько я помню. А тут там написано Магоча. Магоча, да. Ну, а мы как говорим? А по-моему,
пристраивают что-то. Готовый, давай. Так, а где? Он же по этой стороне был. Ну да, там же торговый центр. Ну если там будет закрыто, А пойдем вот в другой. азербайджанцы идут. Где-то. Автобус ходит, смотрите, здесь. Одна улица, по-моему. Нет, там дальше нет, город да. здоровый, в принципе. Да, там сначала что-то мы ехали, а потом мы вот так. А, сейчас повернем точно. А вот там везде дома, да? Да. Где-то там частный сектор. Много частного сектора. Четырехэтажки стоят. Да, тут каменные дома, все дела. Кстати, а если забор, Здесь то- тогда столько объездили в поисках гостиницы. Так, нам на какую улицу-то? А кстати, а мы здесь По главной, ехали? наверное. Папа, мы здесь ехали или нет? Ехали. А. Да, вот этот угол объезжали, помню, ага. И вот где-то вот по этой улице, по-моему. 4, 5, 6. Всего, Там же знаете. парковка. Да, там как бы не проедешь, ага. Папа, ты слышишь меня? Я уже знаю 6 этих. Чего 6? Молния сверкает. А что-то мы как-то не Да? Вот в Якутске трехэтажных домов нет. Нету. А вот оно, здесь. Вот оно. А, вот. Так, с этой стороны кирпич. Надо, значит, дальше заехать. Совсем беда. А вот туда? Ой. Обалдеть. Молнии сверкают опять. Аптека. Да. Да, мы тут тогда лекарства покупали, потому что я заболела. Ой, он Ой, закрылся. гром гремит. О, что, все, да? Все, Ханабара закрылся. Значит, нам надо ехать в ту сторону. Это раритет. Тут все, в принципе, нормально. А это просто вообще. Я уже нигде таких не видел. А здесь есть. Внимание. Левитан в эфире, да? Короче говоря, посетили мы Могочу. Блин, да простят меня могочинцы. В общем, посетили мы их славный город. Второй раз. Думали-то уже, что больше никогда, наверное, сюда не приедем. Тем не менее, у них есть такое место, Караван называется, торговый центр, и при нем кафе восточной кухни, не помню как называется, но кормят там действительно очень хорошо. Что год назад мы там поели просто чудесно, что сегодня. В общем, кто будет проезжать, рекомендую очень. Если мясные блюда, то они действительно с мясом. Если это салаты, то они действительно салаты. В общем, всем рекомендую. Они нам не платили за рекламу. Да, нам никто не платил за рекламу. Это называется угадай диаметр колеса. Тут у нас вот одно облако решило спуститься поближе к земле.
что у нас уже 17, да? Ага. Сегодня 17 июля, год 22. Мы продолжаем наше путешествие. Проехали до 424 километра трассы Чита-Хабаровск. Остановились у кафе Нефтемаркет. Тут и кафе, и заправка. Тут очень вкусно кормят. На них не отразился ни коронавирус, ни какие-то другие болячки. У них как было все вкусно и хорошо, так и осталось. Да, кстати, сделали ремонт. Теперь кафе стало больше, еще красивее. Вот. Находится, повторюсь, на 424 километре, потому что сам я вспоминал и не мог вспомнить, где оно находится. Ну, в общем, вот так вот дело. Погода у нас вот такая вот. Вот такая вот. Вчера был сильный туман, а сегодня уже туман немножко подрассеялся, но дождь. Дождь мелкий, но чувствуется, что он надолго. И вроде местные говорят, что он уже тут у них третий сутки идет. Также говорят по слухам, что в Чернышевске светит солнце. Ну, сейчас мы проедем километров 150-120 и посмотрим, правда это или нет. Пока что отсюда со стороны 120 километров, ну прям вообще не скажешь, что там может светить солнце. Хотя черт его знает. Да, туман все равно висит, вернее не туман, а низкая облачность. Солнцем даже не пахнет. Ну, в общем, как-то так. Кстати, проснулись, пожалуйста. Ух ты, А мы дискотеки, я помню. какая красотень-то. Мы дискотеки. Да, вот здесь вот багульник. Видишь, а сейчас нет. А уже отцвел. Он отцвел уже. Здесь сказать. К этой часовенке, поставленной в честь Юрия Тена. Он, наверное, Николаевич. Я, честно говоря, не знаю. Основатель, да, Юрий Михайлович Тен. Вот, основатель. Вот вместе с Путиным. Не знаю, плохо видно, наверное. А вот сама часовенка. Пойдем. Ага. Че, уже зажала уши? Ага. Это, как он, храм всех, ну не храм, а путешественников. Да, покровитель всех путешествующих. Ну вот отсюда, конечно, сейчас мы ничего не увидим. Так, Кира, аккуратней. По траве не носись сейчас, все ноги будут мокрые. Вот специально в траву не класть. Иди встань. Сейчас пойдем в машину. Встань. Фотографирую. Давай быстрее. Высоко-то как. И нифига не видать. На меня. Вот у нас местность поменялась. Более равнинная стала, что ли. Плоскогорье. Нету таких явных гор, ну хотя они еще присутствуют, но уже ближе к степи стали.
30 километров. Обалдеть, вот просто. Дорога же хорошая. Че 50? Почему хотя бы не 70, а? Ужас. Степи бескрайние, безмерные. Ехали и... Нет, хлеб всему голова написано. И вот посреди полей, где много людей, флажки повешали. Хлеб всему голова. Ну, там вот солнышко проглядывает, там все прям такое яркое. А здесь нету солнышка. Ну, кстати, да. Остановились в таком вот местечке. Ну, правда, конечно, не совсем чисто. Покушали. Дождя нету. Вот так вот это все выглядит. Машины ездят. Народ не стоит, не сидит дома. Гоняют. Такие вот тут леса. Короче говоря, проехали низменную часть. Сейчас забрались немножко в горы. И будем дальше по горам ехать, да? Да. Вот как-то так. Осталось до Читы, по разным данным, от 200 до 130 километров. Папа, я знаю, как там залезть. Там ты идешь, там вот это, и залезаешь туда вниз. Есть, конечно, тут и неприглядные вещи, но тем не менее не в самый раз. Чуть-чуть ветерка есть, не жарко, солнца нету. Ну да, если бы, конечно, было бы, если бы солнце светило, было бы, может быть, и покрасивее, но нас и так устраивает. Вот здесь тоже семечки. Да, наблюдаем за окном. Так вот все красиво. Луга вперемешку с деревьями. Там на заднем плане у нас небольшие горы. Не знаю какой высоты, но небольшие. Едем как будто бы по долине, как будто бы здесь протекала когда-то река. Вот такое ощущение между гор. Такая вытянутая
это называется. Я его все время вспоминал, Чита-Хабаровск, Амур. И вот там начертал. Да. электроэнергии. Вот в Чите же солнца много, они тоже занялись электроэнергией. Так, мы все еще не доехали до нашего талона. 6 километров? 9 километров. Пишет 6 километров. Так, что-то нам в срочном порядке знаки меняют. Наверное, больше уже. Так, ну все настолько стремительно произошло, что мы прямо уже заехали в гостиницу. Сейчас заберем вещи и пойдем в номер отдыхать от дороги.